Такую картину увидели жители 5-го этажа, которые впервые за 4 месяца смогли попасть в свои квартиры. В дом людей впускают по одному. Вместе с полицейским фиксируются повреждения, после чего жильцам разрешают забрать вещи. Для безопасности на этажах установлены укрепления. На сбор вещей каждому дали всего 2 часа. Kā ir, kas sagrauts, nekāds priecīgs un nekāds sevišķi bedīgs. Ko jūs iznesāt? Jūs viens pats nesāt sēgas? Tā ir mantas savas, personīgās. Dators un beļas un viss, neko vairāk kurpes tur. 2 stundas mums iedeva tikai. Ko es paņēmu šo apavus, drēbes vai kādu kosmētiku. Взрыв произошел 2 января. Его устроил жилец дома, который самовольно пытался подключиться к газопроводу. Погибли он сам и сотрудник компании «Гаса». Десятки людей остались без жилья. Māja droša, stūtas ir saliktas, vīde nav droša. Vīde nav droša. Daudz kaut kas nobiris, kaut kur durvis izņemtas un, teiksim tā, māja šobrīd nav domāta eksploatācijai. Tas ir būvlaukums vēl joprojām. Es esmu īstenībā gandrīz tieši blakus sprādziena epicentram. Mums pat ir sauklis izstrādāts, mēs virzamies soli pa solim. Šis ir viens solis no daudziem soļiem, kas turpmāk iedzīvotājiem tātad būs jāveic. Следующий этап – консервация открытых квартир. Эксперты уже признали, что дом можно восстановить, но на это потребуются большие средства. Жители готовы искать финансирование и продолжают сбор пожертвований. Виктория Пушкила, Отто, Ая Кинца, ЛСМ.